ценители, любители искусства знают о народном художнике Якутии Тимофее Степанове. Он являлся членом Союза художников Российской Федерации, членом правления Союза художников Якутии. Его работы известны широкой публике. Более 300 картин он нарисовал за свою творческую жизнь. И сегодня, я думаю, что вам будет интересно узнать о том, что его семья, родные, близкие пытаются его работы представить широкой публике, чтобы оно уже было широко освещено для наших потомков, поколения, для всех тех, кто интересуется его творчеством. Буквально 30 августа открывается выставка в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Она будет называться «Ожившие легенды эпоса Аланхо» по мотивам картин выдающегося художника Тимофея Степанова. И я бы хотела сейчас в первую очередь предоставить слово и рассказать нам о книге, который буквально вышел на днях. Дочь художника, галерист Айталина Степанова. Добрый день, дорогие участники, дорогие гости. Сегодня, как сказали, презентуем первого своего рода альбом-каталог работы моего отца. Этот альбом мы готовили 3 года, поскольку очень много времени потребовалось для оцифрования этих картин, поскольку они находятся, многие у частных коллекционеров, это по городам России, также находятся и в музеях России, непосредственно в Чите, в Москве. Поэтому для оцифрования потребовалось много времени, ну и, конечно, на злобу дня, как говорится, финансирование тоже зависело. В основном это семья понесла. Поэтому для нас это долгожданный альбом. Мы постарались, буквально где-то 5 работ не включены в этот альбом. Мы постарались полностью, чтобы все работы были в данном альбоме. Я хочу поблагодарить издателей. Это издательство «Сахада», Гаврила Петровича, Валентина Гавриловича в помощи создания этого альбома. И Гаврил Петрович, наверное, скажет несколько слов. Гаврил Петрович, пожалуйста, скажите нам о том, как вы работали над созданием этого альбома. Добрый день. Надо сказать, что изначально издание планировалось в более широком формате. То есть мы хотели сначала включить многочисленные статьи и интервью о творчестве художника Тимофея Степанова. Планировалась, значит, очень большая такая работа, книга, и велось изыскание финансовых средств, и, значит, как Айталина уже упомянула, главная проблема именно оказалась финансовая, и из-за этой нерешенности этой проблемы в конце концов в итоге, значит, решили издать вот такой альбом-каталог. Ну, если бы мы включили статьи, то, конечно, издание казалось бы более громоздким, но было бы, конечно, более содержательным, но что получилось, это меня, в принципе, очень даже устраивает. Я считаю, очень хорошее, качественное издание получилось. И, как отметила Айталина, это вот первый такой наиболее полный сборник произведений нашего выдающегося художника. Печаталось издание в Новосибирске, типографии «Идеал», и мы считаем, как издатели, что качество отвечает всем современным требованиям, на хорошем полиграфическом уровне исполнено, и тираж 820 экземпляров. Думаем, что
большинству от поклонников, истинных поклонников, достанется экземпляр этой уникальной книги, альбома. Ну, Тимофей Андреевич, конечно, широко известен в республике и за ее пределами, и он стал знаменитым благодаря своей серии работ на тему Олампо. И он с самых детских лет, с самого юного нежного возраста увлекся вот темой Олампо, и эту любовь к Олампо он пронес через всю свою жизнь. И когда вот в те годы советские, когда тема Олампо, можно сказать, практически замалчивалась, он оказался единственным человеком, можно сказать, практически, который вот посвятил свою жизнь, свое творчество, ее увековечиванию нашего национального эпоса Олампо. И его вклад в признание Олампо шедевра мирового чувства человеческого творчества — это неоценимо. И, думаю, будущее поколение нашего народа, якутского народа, оценит по заслугам творчества Тимофея Степанова. Ну, в заключение хочу сказать, что эта работа, думаю, найдет свое достойное место в нашем культурном пространстве и будет оценена по достоинству. Спасибо. Вот у меня еще возник вопрос к Карине. Ведь Тимофей Андреевич по образованию имел высшее классическое образование. И, в общем-то, у него по специальности художник-реставратор. Когда же он успевал создавать свои полотна и сколько вообще работ в его коллекции? Вашей коллекции? Да, он действительно по специальности был художник-реставратор. Благодаря его труду фонды Национального художественного музея также богаты, как и были благодаря его реставрационной работе. Все работы, которые он оставил после себя, то есть вот наше наследие, это Олампо, серия шаманизма, большая серия из 39 полотен, посвященные по сюжетам Библии, великий Кудамца, Аилар, великие духи. В общем, всего есть там несколько одиночных работ. Всего где-то 320 работ он оставил. Все эти работы он писал именно в свои выходные дни, в дни отпуска. То есть у него был достаточно такой плодотворный творческий путь, что дается не всем художникам, потому что у многих бывает и застой творчества, но у него это вот фонтанировало прям идеи, он все это складывал в голове, он не делал никаких этюдов, все композиции он строил в своей голове, какие-то работы приходили ему во сне, и он все это старался, как будто он знал, что у него времени мало, он старался все это оставить и запечатлеть в своих полотнах. И у меня еще такой вопрос. Как возникла идея проведения именно мультимедийной выставки? Вам слово и заодно куратору выставки Айдарин Борисовой. Ну, вообще идея витала в воздухе, видимо, давно. Не то, что, видимо, она так и витала, просто не очень повезло с моей командой. Именно как это вот свыше, как будто оно было начертано и ожидало своего времени и часа. Все, не побоюсь сказать, что люди моей команды, все прямо ожидали именно этого времени и часа, можно сказать, чтобы провести эту мультимедийную выставку. Мы встретились с Георгием Протасовым, кстати, он вот здесь. Прошу его приветствовать. Прямо он со своими горящими глазами, со своей идеей подошел ко мне и говорит: надо бы нам провести такое. Я говорю: да, я это тоже хотела, но я не знала, как это воплотить в жизнь.
Тут же мы на следующий день встречаем Айталину, и у нас буквально вот за 2 месяца, потом Айтала, еще здесь должен был подойти Дмитрий. Мы все вместе встретились, и буквально вот потребовалось 2 месяца, чтобы реализовать от идеи до реализации, до конечного итога. Выставка у нас открывается уже в эту пятницу. Куратор выставки Айталина сейчас вам представит вообще, что о нашей выставке, о нашей легенде. Давайте сначала, наверное, посмотрим видео, да? Выставки, посмотрим ролик. История «Светский мир» представляет ожившие легенды эпоса Аланхо. Загадочные мифы Нижнего мира. Поклонение божествам Среднего мира. Триумф космогонии Верхнего мира. Прикоснись и почувствуй историю древнего народа. С 30 августа в мультимедийном парке «Россия. Моя история». Ну и куратор выставки Айталина Прикарпова расскажет о том, какие технические средства будут помогать в создании организации этой выставки. Ну, по технической стороне хочу сказать большое спасибо нашему музею, партнеру нашему, Россия моя история. Очень большая благодарность, когда мы пришли с этой идеей, с горящими глазами втроем, нас поняли, и мы поедем, думаю, финансовый состав, конечно, это очень трудно такое, когда целый месяц идет. И нам, когда предложили партнерство, мы были очень рады. Поэтому благодаря, получается, Дмитрию Ивановичу, у нас почти целый месяц будет проходить эта выставка. В данный момент у нас идет монтаж полным ходом. Вчера вообще даже очень много экраном монтаж делали. Что еще сказать? Ну, у нас, Насколько я знаю, да, будут использованы, еще будут какие-то инсталляции, то есть там будут полностью несколько, сколько полотен задействуется? 15 полотен у нас. 15 полотен, сколько экранов? Экранов проекционных, но это получается мы их некоторые соединили, в общем около 16 экранов. Ну, очень масштабные, У нас большие. 18 проекторов задействовано. Это вот музей «Моя история» единственная площадка, где в городе Якутске можно провести вот такие выставки. И на сегодняшний день уже монтаж завершен, осталось только навести там некоторые штрихи, чтобы уже принять посетителей выставки. Ну что ж, друзья мои, кроме того, вы уже слышали, что это будет новый формат 3D-маппинг, и понятно, что здесь, кроме технической составляющей, есть еще и содержательная часть. Я хочу попросить музыканта Айтала Алексеева, группы «Уран», рассказать о том, как он создавал музыкальный материал. Добрый день, друзья, коллеги. Ну, во-первых, хочу сказать, что большое спасибо Айталине Степановой за то, что дала возможность поработать. Началось все с того, что мы, конечно, знали и слышали об этом художнике, но никогда не думали, что будем работать. Вот. И произошла вот эта встреча, и, как знаете, творческим людям, творческих профессий всегда необходимо откуда-то черпать вдохновение, необходимо пережить какие-то эмоции. И когда я увидел картины, я просто сразу и стало ясно, что охота сделать музыку, сделать что-то интересное, именно основываясь на вдохновении к этим картинам. Особенно я по Аланхо, это очень близко нам. И, в общем-то, ну, как результат, вы услышите на выставке. Конечно, работа продолжалась в течение где-то 1,5 месяца мы действовали, и всех ждем на выставке.
Спасибо. Но понятно, да, что проводить такую выставку необходимо, чтобы была площадка соответствующая. И я бы хотела передать слово Дмитрию Соловьеву, директору мультимедийного парка «Россия. Моя история», рассказать нам о том, насколько он воспринял эту идею, поддержал, и ваш, пожалуйста, вклад в создание этой выставки. Добрый день, уважаемые друзья, журналисты. Ну, во-первых, я бы хотел Галину и всех родных, значит, Тимофея Андреевича поздравить с выходом такого прекрасного фотоальбома, и не только фотоальбома, там много информации об этом замечательном художнике. Вот, это важная работа, в которой вложено столько энергии и сил, поэтому поблагодарить всех, кто здесь находится, кто к этому причастен. Когда родилась идея организации этой выставки в стенах нашего мультимедийного исторического парка, мы сразу ее восприняли позитивно, потому что наша задача – это популяризация не только истории, конечно же, история, она неразрывно связана с культурой, культурой нашего народа. Тимофей Степанов очень оригинальный, неординарный, можно сказать, уникальный художник, картины которого можно смотреть часами. А сейчас мы понимаем, что все-таки к искусству надо приобщать нашу молодежь, наших детей, школьников, студентов. И дать возможность еще раз увидеть эти картины, эти произведения, уникальные произведения в таком необычном формате. Мы знаем, что сейчас у нас молодежь, дети увлекаются смартфонами, говорят уже о наличии такого клипового сознания, восприятия через такую анимацию, необычные форматы. Этот формат он как раз и дает возможность очень широкому кругу наших жителей воспринять ту информацию, которую передает нам художник. Поэтому я считаю, что это очень удачное стечение обстоятельств, когда такая творческая собралась команда пассионариев, которые хотят это творчество представить в таком интересном формате. Мы, как исторический парк, проводим самые разнообразные выставки, и выставки художников это у нас, скажем, может быть такое редкое явление. И мы в этом плане хотим себя тоже как-то проявить, и поэтому для нас это тоже новое интересное направление. Поэтому я тоже со своей стороны благодарен этой линии, то, что она выразила готовность, желание на нашей площадке реализовать такой проект. Это непростой проект. Мы со своей стороны всю техническую подготовку, содействие, всесторонне, конечно же, оказываем. Наши службы все будут работать на прием посетителей, чтобы им было удобно у нас находиться, окунуться в мир, который создан глазами, творчеством Тимофея Степанова.